Открытка «Свидетель эпохи» – это разговор о филокартии. Но вот я подготовил эту лекцию как раз для малого форума коллекционеров, который проходил в Государственном социальном университете в Москве совместно с Центром социально-политической истории. И я об этом не думал говорить, но вот открыв первую заставку, обратил внимание коллег в Москве и хочу обратить внимание ваше тоже на эту открытку. Вот, казалось бы, вид Москвы, открытка конца 19-го, начала 20 века. Какое большое количество информации можно почерпнуть из этой открытки? Ну, безусловно, это уровень полиграфии, да, потому что, посмотрите, здесь вид Кремля, таким, каким он был в начале 20 века, но одновременно это тесненная открытка, то есть мы можем говорить благодаря этой открытке о уровне полиграфического производства. Сегодня это практически невозможно повторить. Это очень дорого. Это вырезанная на камне форма, это отпечатка этой мокрой бумаги, этого мокрого картона. Это тончайшая, просто филигранная работа, связанная с тиснением. То есть благодаря открытке мы можем говорить не только о почтовой корреспонденции, но и о уровне полиграфического производства. Да? Мы можем говорить о художественном подходе, потому что, понятно, что художник вырезал этот камень, смотря на фотографию, каким-то образом это еще оформлено с цветами флага, голубое, красное, белое, то есть это еще какие-то, так сказать, наметки такого патриотического содержания, художественного осмысления. Мы видим город таким, каким он был. Мы видим марку, которая приклеена с прохождением почты, то есть это уже определенная культура пересылки этой открытки. То есть здесь очень много сплетается просто вот в одном этом конкретном артефакте. Я уже говорил о том, что я хотел бы начать немножко поговорить о коллекционировании в целом. Действительно, коллекционирование – это сохранение историко-культурного наследия. Коллекционирование – это, помимо всего прочего, еще и коммуникация, семейная коммуникация, потому что это сохранение того, что находится в семье. Я начал коллекционировать благодаря своему деду, он для меня стал собирать открытки с видами зарубежных городов, потом это перешло в мое увлечение Москвой и так далее. Да? Открытка – это, коллекционирование в целом – это, безусловно, патриотическая работа, потому что что такое марка, что такое открытка? Это еще и отражение определенных идеологических аспектов. Да? Посмотрите на то количество открыток, или марок, марка всегда была государственной ценной бумагой, поэтому она проходила определенный отбор, да? И на ней есть достижения в спорте, на ней есть достижения в науке, в космосе и так далее. И это пропаганда для государства, потому что марка шла в другое государство, и, соответственно, это пропаганда. Да? Посмотрите на открытку. Это, если взять, например, историю открытки прямо вот с самого начала, что такое, так сказать, открытка конца 19-го, начала 20 века. Ведь 1895 год – это появление иллюстрированных почтовых карточек в России. Они в Европе появились немножко раньше, в России они появились в 1895 году. И буквально в 1898 году появились уже иллюстрированные почтовые карточки общины Святой Евгении, общины Красного Креста. Да, это Санкт-Петербургский комитет попечительства о сестрах Красного Креста. А что это означало? Означало, что открытка, помимо своей коммуникационной роли, которую она играла с момента своего изобретения в 1869 году и с приходом в Россию в 1872, она стала нести еще дополнительную функцию благотворительной почтовой карточки, потому что средства от продажи этих открыток, которые выпускала община Святой Евгении, они шли на благотворительные цели, на помощь медсестрам. Потом началась уже и идеологическая работа открытки, потому что община Святой Евгении обладала это была единственная организация, которая обладала правом на репродуцирование портретов членов императорской фамилии. Да? И, соответственно, когда началась русско-японская война, это были почтовые карточки, связанные с иллюстрацией событий, происходивших в период русско-японской войны, и это была патриотическая деятельность.
Затем это роль открытки как носителя художественного образа, потому что работали ведущие художники для общины Святой Евгении. Это Добужинский, это Бакс, это Остроумова-Лебедева, это представители мира искусства, это очень большая плеяда художников, которые работали исключительно, они работали не только для почтовой карточки, но и создавали свои произведения для почтовой карточки. Остроумова-Лебедева стояла около печатного станка и проверяла качество открыток. Это была хромолитография, это были фактически оригиналы, да, то есть их можно оформить в рамку и повесить. И как много мы знаем о искусстве и деятельности тех или иных художников благодаря почтовой карточке, в том числе общины Святой Евгении. Это Сомов и другие художники, которые специально рисовали. А затем это период Первой мировой войны. Была выпущена 2 года назад 4-томник по Первой мировой войне издательским домом Крепостнов. И оказалось, что как раз Первая мировая война, благодаря открытке, это стал первый пример вот такой крупной идеологического противостояния. Потому что плакат, он достаточно громоздкий, его нужно увидеть только на улице. Открытка расходилась по семьям, открытка и письмо приходили к каждому конкретному человеку. И поэтому в 4-томник вошло 5500 открыток из 65 тысяч, которые обработал авторский коллектив. 65 тысяч, но это по нашим оценкам, тем не менее, где-то 1/3 вообще того материала, который был. То есть представьте себе, за 4 года этого тяжелейшего конфликта общемирового, да, страны-участницы этого конфликта, все, и Россия, и Германия, и Австрия, и Великобритания, и Франция, выпустили около 150, а может быть и больше тысяч сюжетов. Да? Насколько важна была роль открытки в идеологическом противостоянии, потому что нужно было показать и процесс боев, нужно было и агитировать население всем вместе, так сказать, подняться на борьбу, да, так сказать, и работа тыла, нужно было показать милосердие. На открытке были и тяжелейшие периоды ранений и смерти, похорон. Открытка помогала, уничтожить образ врага до боя, да, то есть через карикатуру, через гротеск, через превращение врага в нечто непонятное, чудовище, которое сначала на идеологическом, ментальном уровне Гидру хотелось, так сказать, раздавить, а потом уже, так сказать, шел в бой боец. Да? То есть какова была гигантская роль открытки в вот этом внутреннем противостоянии держав. Да? Вот 5500 вошло из 65, а общее количество. Так вот, возвращаясь кратко пройдемся. Сохранение историко-культурного духовного наследия страны, безусловно. Сколько музеев, сколько библиотек, сколько архивов созданы на основе частных собраний. Безусловно, огромная роль и непосредственно работников, но изначально Третьяковская галерея, да, исторические архивы, Государственного исторического музея и так далее, очень большое количество частных собраний, которые перешли и стали основой. И сегодня многие коллекционеры готовы передавать свои собрания вместе со своими знаниями, лишь бы брали, лишь бы экспонировали, да, лишь бы не лежало. А это тоже, к сожалению, проблема, потому что, к сожалению, в филокартии мы знаем примеры, когда крупные коллекции были переданы в государственные учреждения культуры и, к сожалению, до сих пор не разобраны, к сожалению, до сих пор не экспонируются. И это жалко, потому что это конкретный вклад не только материальный, но и духовный, интеллектуальный вклад в собрание. Безусловно, развитие отечественной мировой культуры. Не нужно вам, я думаю, объяснять все эти позиции, просто еще раз перечислим. Патриотизм, любовь к родине, авторитет и имидж страны за рубежом. Безусловно, через выставки, в том числе филателистические, филокартические. Когда в прошлом году привезли в Берлин на Россику экспонаты, связанные с космосом, вообще вся выставка, международная выставка, была посвящена космосу. Естественно, что советская, российская космонавтика через филателию, через филокартию была удивительно представлена с автографами и так далее. Мы знаем примеры, когда зарубежные коллекционеры коллекционируют русскую и советскую марку и открытку, скажем, по космосу. Потому что такого обилия материалов, просто, так сказать, нет. Да? Безусловно, это духовно-эстетические потребности. Ведь
Очень часто коллекционирование начинается с детства, и человек чувствует себя еще, может быть, не очень уверенно, он не профессионал, но у него уже есть тяга. И вот когда мы поддерживаем через коллекционирование это его стремление к эстетическому воспитанию, к получению знаний, конечно, это замечательно. Интернационализм, преодоление национальных, этнических барьеров. Когда мы видим открытки, марки других стран, конечно, мы интересуемся больше их историей, конечно, мы обращаем внимание к истокам их культур. Нам удается преодолевать очень многие стереотипы, которые существуют. Да? Когда показывают все богатство русской открытки за рубежом, у людей глаза разбегаются. Что вот такое было качество? Ну да, такое было качество. Что вы издавали открытки? У нас есть открытки советского периода, изданные миллионами тиражами. Самый большой тираж мы нашли на открытке 65 миллионов экземпляров. Да? У людей просто глаза, а что это? Вот так? А это вот так. Да? Через открытку, оказывается, узнают, что Сикорский был из России, что, так сказать, да, что многие деятели, которые внесли гигантский вклад в мировую историю, культуру, науку из России. Благодаря чему? Благодаря коллекции, благодаря открытке, благодаря марке. Да? То есть через коллекционирование это, безусловно, пропаганда и укрепление имиджа страны. Безусловно, это общественная и индивидуальная активность. Да? Ну вот сейчас, как раз мы с Владимиром Васильевичем вчера обсуждали, сейчас Союз филателистов это где-то 10 тысяч человек, так плюс-минус, да? Филокартистов меньше, но мы считаем, что где-то приблизительно там может быть 2500-3 тысячи, но это классических филокартистов, а если брать посткроссеров, то это десятки и, может быть, сотни тысяч людей, которые интересуются культурой, интересуются путешествиями, интересуются общением, хотят общаться, а механизмом этого общения, инструментом этого общения является обычная открытка. Но она абсолютно инкорпорирована в жизнь, потому что она связана с экономикой, она связана с очень многими вещами, которые для нас серьезны и существенны. Общественные семейные ценности, понятно, да? Коллекционирование переходит из поколения в поколение, через бабушек, через, да, так сказать, когда мы говорим, а сколько же вообще связано людей с коллекционированием? Мы же считаем не только коллекционеров, а мы считаем тех людей, которые в эту работу вовлечены, вас в том числе. То есть есть люди, которые работают в музеях, есть люди, которые обеспечивают сферу коллекционирования, и это отчасти и экономика, мы об этом поговорим два слова, да? Потому что нужно хранить, нужно обрабатывать, нужно определенные экономические действия производить, но это еще и друзья. Да, это еще и родственники. Кому-то это, может быть, категорически не нравится, почему человек тратит там какие-то свои деньги, да, на какую-то коллекцию, а кто-то этим увлечен. И оказывается, что это семейное увлечение, и ждут те же дети, ждут, когда там папа или дедушка или мама принесут что-то, так сказать, чтобы посмотреть, вместе обсудить. Безусловно, это так. Партнерство, потому что вот мы сегодня, мы коллекционеры, мы общественники, но мы в партнерстве с государством, мы в партнерстве и с общественными организациями, и с предпринимателями, предпринимательским сообществом, и с государством. Безусловно, это те горизонтальные связи, которые позволяют нам узнавать лучше друг друга. Меценатство, благотворительность, горизонтальные общественные связи. Исследовательская деятельность, не нужно объяснять, вспомогательные научные дисциплины. А раньше к филокартии тоже было отношение к тому, открыточки собирают, да, что это такое, там цветочки, бабочки и так далее. Мы сегодня у нас на сайте Союза филокартистов 4 кандидатских диссертации, вообще мы считаем, что их где-то должно быть около 8. Вот, кандидатских диссертаций на основе открытки. Благотворительная открытка, московская открытка и так далее. То есть эта открытка стала вспомогательной, научной, исторической дисциплиной, полноценной. Более того, та книга, о которой я вам говорил, четырехтомник по Первой мировой войне, сегодня цитирование этого четырехтомника очень высоко в научном мире, потому что его автор, Александр Митяков, он был единственным специалистом, который был приглашен от Российской Федерации на международную европейскую конференцию, посвященную Первой мировой войне. Вот такая оценка человека. Да, он занимается Первой мировой войной как профессионал, он доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ. Конечно. Но его увлечение и неожиданный подход к описанию событий Первой мировой войны через открытку был настолько горячо и
благодарно воспринят мировой научной общественностью, что вот он был приглашен, и сегодня цитирование этого сборника идет полноценное. Да, впервые историческое событие было представлено через предмет бытования, через иллюстрированную почтовую карточку. Вот вам и пример. Да? В прошлом году у вас была прекрасная выставка, связанная с кинематографом. Конечно, мы, увидев вот этот весь ряд портретов и понимая, что вот Мурти снимался один фильм, другой фильм, третий фильм, да, что с этим связаны биографии такого актера, мы по-другому начинаем ощущать, мы кажется, батюшка, как много-то, да? Смотришь на открытки по Москве, оказывается, их там 8 тысяч этих дореволюционных открыток, и видишь город таким, каким он был. А смотришь ретроспективу с 1895 по 2017, совершенно другая история, каким он был, как он менялся, какой он стал, через открытку, через модульную информацию. Глаз не перестраивается с гигантской фотографии на маленькую, да? А вот этот весь ряд, он дает очень плавное, легкое и комплексное на самом деле восприятие очень многих артефактов. Опять-таки, когда проводим выставки открыто, конечно, в интернете сегодня масса изображений, но в интернете вы не увидите их все вместе. У нас так глаз устроен, как мы видим прямо, мы видим боковым зрением, да? Мы воспринимаем информацию в целом. Вот когда мы сегодня будем говорить о том, каким образом экспозиция построена, филателистическая, да, Владимир Васильевич? Вот, мы будем говорить, а как это воспринимается в целом, по пятнам, по общему ощущению, когда видишь в целом большое количество изображений. Мозг начинает работать по-другому, начинается аналитика. Мы сделали в рамках Детского музея истории русской открытки, я о нем немножко сегодня расскажу, мы сделали специальную экспозицию Айвазовского. Поскольку выставка шла в Третьяковской галерее, в Центральном доме художника, а рядом в Третьяковской галерее была выставка Айвазовского, мы шутили, что они показывают 70 оригинальных работ, а мы показываем 800, правда, на открытках, но тем не менее 800. И что было очень важно, вот дети стоят, и перед ними, ну, предположим, конечно, все 800 сразу увидеть невозможно, но перед ними, благодаря маленькому формату открытки, ну, 100, 120, 200. И видна композиционная основа, то есть можно говорить о стиле художника. Да? Вот посмотрите, а где солнце расположено в центре композиции, а где вот это, конечно, может быть полиграфически, там какая-то передача цвета, что-то еще недостаточно, да? И так далее. Но какие-то первые основы приемов можно обсуждать. Можно обсудить, сколько морских пейзажей, сколько баталий, сколько там, так сказать, постановочных и так далее. То есть какие-то уже даже первичные знания по стилистике художественных произведений можно дать благодаря тому, что открытка вот так панорамно расположена и можно сразу воспринять. Безусловно, это системное мышление, в особенности, конечно, для детей, для коллекционеров, когда это подбирается, когда это формируется, когда выстраивается определенным образом. Скажем, у меня моя коллекция по Москве, она была из двух частей. Первая часть была, я подбирал открытки конкретных издательств, и вот было с первого номера, скажем, и до там 200-го, да? Ну, неважно. Вот, и я искал, а было все издано, не все издано. А вторая часть коллекции была подобрана по топографическому принципу. То есть я брал Кремль, я брал Красную площадь, я брал Китай-город, я брал прилегающие улицы, а можно было брать по архитекторам. А можно было брать по, скажем, там, рынкам, да? И то есть это вариативность фантастическая. Ты систематизируешь материал, и человек научается этому, даже без институтов, без специальных знаний, он для себя решает определенную задачу. А может быть, он по цвету будет подбирать, черно-белые или цветные, или как-то еще. Но в любом случае он систематизирует свое собственное сознание, не говоря уже о том, что он проводит время за очень полезным и благотворным трудом. Безусловно, это рынок услуг в сфере культуры, это тоже коллекционирование, потому что вот у меня была информация о том, что приходят люди и реставрируют свои письма, да, которые связаны с Великой Отечественной войной. Это услуга формирования архива, это услуга реставрация произведения, это услуга помощь в методическом обеспечении коллекции любой, какая бы она ни была. Куда человек приходит? Он придет, конечно, в музей, конечно, в библиотеку, конечно, даже в меньшей степени в архив, где ему
профессионально помогут как-то систематизировать. Принесет свой альбом фотографий, да, или скажет, а что вот мне как-то с этим сделать? А вот бабушка там или дедушка приклеили на силикатный клей, как мне с этим быть? Потому что приклеивают в том числе и открытки, так что, к сожалению, портится все, да? То есть это очень много услуг. Плюс хранение открытки, хранение любого экспоната, хранение его дома. Как правильно это делать? Вертикально, горизонтально, в конвертике или в специальном холдере, да? Альбомы, плюс система магазинов, плюс система аукционов, да? Плюс целая система искусствоведческих исследований. Вот у нас 2 журнала по филокартии, а есть большое количество изданий, которые, конечно же, описывают все, что связано с коллекционированием в рамках общих исследований истории и культуры. Да? Крупнейшее наше издание, это, если газету брать, Art Newspaper Russia сегодня достаточно много в этом смысле работает. Если брать журналы, крупнейшие, это «Русское искусство», был журнал «Антиквариат» там, и так далее. То есть это большое количество дополнительных вещей. А телевизионные репортажи, ну, во всяком случае, точно совершенно, мы тоже вчера об этом говорили, мне удалось снять 4 мне, потом еще 4 с другими коллегами, 8 всего фильмов на канале «Культура» по коллекционированию открыток. Это был очень большой всплеск интереса к людям. Было интересно, а что такое открытка Елизаветы Меркурьевны Бем, а что такое открытка поздравительная праздничная, а что такое открытка блокадного Ленинграда. Да, мы об этом, каждый раз я об этом говорю, и каждый раз это для очень большого количества людей новость, что оказывается в период Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде в самый тяжелый период издавались открытки. Было издано более 1000 наименований почтовых карточек. Это были и герои, защитники Ленинграда, это были и будни блокадного города, когда рисовали на открытках огорода около Исаакия, когда рисовали тушение зажигалок, когда рисовали забор воды из Невы. То есть это была жизнь, то есть страна знала, что происходит. Конечно, самых тяжелых сцен не было на открытке, но город жил. И благодаря почтовому сообщению, благодаря иллюстрированной почтовой карточке, эта коммуникация осуществлялась. Да? Вот. То есть очень много вещей, которые связаны с... ну, я перешел немножко на Ленинград от рынка услуг, но тем не менее, это надо хранить, это надо издавать. Тот же самый каталог открыток по блокадному Ленинграду был издан. Это полиграфическое производство и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот это как раз то, о чем мы говорим, развитие производственной, рекламной, обслуживающей, туристических отраслей, экспертных, страховых институтов. Это же тоже очень важно. Мы говорим, подделка. Был антикварный салон, была выставка, подделку выставили. Целое сообщество экспертов, которое, кстати говоря, по открытке очень тяжело, ее практически невозможно подделать, и это делает ее еще более, так сказать, привлекательной для коллекционеров, потому что вот эта многослойная бумага, многослойный картон, способы печати, я имею в виду старую открытку, ее практически невозможно подделать. Но вот, кстати говоря, о марке, по-моему, и марки, и открытки, то есть, есть в кавычках умельцы, которые, к сожалению, начинают и сюда проникать, в эту сферу, тем более с современными техническими средствами, типа ксерокса, там, сканирования и прочее, прочее. Но, тем не менее, экспертиза необходима, реставрация необходима, страхование необходимо. В рамках работы Ассоциации Российский форум коллекционеров мы сейчас серьезно занялись законодательными вопросами, в том числе связанными с ввозом и вывозом каких-то предметов. Да? Это может быть просто человек уезжает за границу, хочет вывезти с собой какие-то артефакты. Да? А может быть это выставочная деятельность, когда вещь уедет и вернется. Это же тоже очень сложный вопрос, потому что это находится в частной собственности. Мы знаем, какие существуют процедуры для вывоза государственных предметов, да, находящихся в музеях, но ведь многие частники вывозят, и в том числе на всемирные филателистические выставки вывозятся экспонаты филателистические, и их и цена достаточно серьезная, и редкость у них большая, и здесь нужно абсолютное понимание государства, что это вывозятся ценности временно, что они вывозятся для пропаганды, опять-таки, культуры страны, что они будут возвращены, и нужны определенные здесь и льготы, и возможности, и упрощенные процедуры. Потому что, конечно, то, что сейчас, вот раньше можно было достаточно просто листы сделать копии и на таможне предъявить. Сейчас, насколько я понимаю, нужно описывать чуть ли не каждую марку. И представляете себе, ну хорошо, открытки вы вывезли экспонат, но на нем на
листе А4 2, ну вот экспонат традиционный 7-9, ну малое количество. А марки вывозятся сотни марок в рамках одного экспоната, и каждую нужно описать. Ну это же просто невозможно сделать. Да, но я думаю, что здесь, конечно, Владимир Васильевич более грамотный специалист, чем я, но просто вижу, насколько это сложно, и эта процедура, к сожалению, усложнилась. Хотя на самом деле здесь надо было бы поддержать, наоборот, потому что это престиж государства на международной арене. Одно дело, когда человек вывозит совсем или вывозит с целью продажи, а другое дело, когда это выставочная деятельность, все это вернется, и все это имеет только плюс. И так далее. Безусловно, создание рабочих мест. Это тоже коллекционирование. Ну, например, всегда привожу коломенскую пастилу, которая началась с 3 инициативных людей, которые начали, сказать, собирать что-то связанное с историей коломенской пастилы. А теперь эта коломенская пастила известна по всей России, и это рабочие места, это туристическая деятельность и так далее, и так далее. Вот. А теперь непосредственно то, что касается филателии и филокартии. Ну вот в филателии не буду останавливаться, здесь есть гораздо более грамотные специалисты, но да, значит, вот на свой не очень профессиональный лад филателия и ее некие подразделения, не почтовые марки, почтовые конверты, иллюстрированные почтовые карточки и конверты с наклеенными на них марками, а филокартия для нас сегодня на самом деле это большой вопрос. Потому что традиционно филокартия это почтовая карточка, традиционно филокартия это открытое письмо, традиционно филокартия это открытка, можно следующую. Но мы сталкиваемся с тем, что большое количество, скажем, рекламного материала в формате обычной почтовой карточки. Но там нет почтовой функции, на ней одна сторона как бы информационная и другая сторона информационная. И сейчас, и в советское время было достаточно большое количество открыток, на которых была надпись «Пересылать по почте только в конверте». Значит, это фактически уже получается некое полиграфическое произведение в формате почтовой карточки, но не являющееся почтовой карточкой. Плюс, если посмотреть на, например, наименование филокартии, это только для России существует, потому что во Франции это картофилия, а во всем мире это дельтеология, так сказать. Ну, посмотреть на определение дельтеологии, посмотреть на определение картофилии, оно есть и в французском языке, и есть в английском языке. Так вот, если посмотреть картофилию на английском языке, то это собирание, в том числе и, например, этикеток от табачных изделий, то есть туда включено. Да, и какие-то, так сказать, рекламные карточки, торговые карточки туда включены. И поэтому у филокартистов, в отличие от филателистов, с терминологией и с определением предмета коллекционирования есть некий, так сказать, ну не диссонанс, что ли, но во всяком случае мы достаточно много спорим. Вот за 3 дня до приезда сюда, в удивительную, морозную, красивую, сегодня солнечную Удмуртию, я был в Питере, там тоже был солнечный день, и как раз было заседание Клуба любителей истории открытки Санкт-Петербурга, где мы обсуждали, что такое открытка. И пока что до конца не договорились, но уже поняли, что все-таки будем разделять почтовая открытка и непочтовая открытка. Потому что, ну, иначе мы действительно очень нам сложно, потому что была, так как была домарочная история почты, так была и до почтовой открытки история карточки, открытки. Были и визитные карточки, были и поздравительные карточки, они возникли раньше. Если мы говорим, что классическая карточка для корреспонденции это 1869 год Австро-Венгрия, то первая поздравительная, одна из первых рождественских, 1840 год. Но она не имела такой почтовой функции, это просто был тираж поздравлений с Новым годом, но это было раньше. Ну и вообще, если взять, например, классические произведения Файнштейна и так далее, там есть отдельная глава, что такое почтовая карточка, и там чуть ли не до Египта, до табличек, что вот первые небольшие послания, которые оформлялись приблизительно, да, они были в Древнем Египте, а как бы с берестяными небольшими и так далее, и так далее. Ну, действительно, что такое открытка?
Да, открытка это не только почтовая, мы ее считаем основой почтовую открытку, почтовую карточку, но, конечно, малоформатные произведения, приближающиеся по своему формату к почтовой карточке, они тоже присутствуют и тоже составляют для многих филокартистов достаточно большой объем. Поэтому мы говорим о том, что открытка это общее понятие, объединяющее почтовую карточку, открытое письмо, а также печатное произведение небольшого формата, которое содержит изображение на одной или нескольких сторонах, да, может содержать поздравительный или пояснительный текст по почтовым правилам, не предназначенные для пересылки в открытом виде. То есть, если почтовая карточка предназначена изначально для пересылки по почте в открытом виде, она поэтому называется почтовая карточка, открытое письмо, то открытка может быть и не предназначена по почте для пересылки по почте в открытом виде. То есть, здесь у нас еще терминологические споры и баталии происходят. Вот. Ну и тоже, так сказать, здесь тоже еще одна специфическая такая вещь, которая понятна филателистам. Дело в том, что у нас с филателистами есть разница в понимании так называемой лицевой и оборотной стороны почтовой карточки, потому что для филателиста важна та часть адресная, на которой стоит марка, и есть отметка прохождения почты, и она является лицевой, а оборотная сторона это как раз иллюстрация. В филокартии наоборот, филокартисты собирают изображение, для них очень важна тоже почтовая история, почтовая марка, но лицевая и оборотная у нас наоборот. Вот, то есть лицевая это та, на которой изображение, оборотная сторона та, на которой адрес и послание. Поэтому есть некоторая тоже здесь такая методологическая пока есть какие-то вещи, которые мы дорабатываем, пока вот мы сошлись на том, что мы говорим иллюстрированная сторона, адресная сторона, то есть это всех примеряет. То есть иллюстрированная та, на которой изображение, адресная та, на которой есть адрес и, собственно, послание. Но вот вкратце, очень вкратце, история почтовой карточки. Вот я говорил о 1840 году, первая печатная рождественская открытка, которая была издана в 1000 экземпляров. И это произошло, вот сэр Генри Коул выпустил такую открытку. А, собственно говоря, изобретение открытки это 1869 год. Это первая карточка для корреспонденции. В Россию открытка пришла в 1772 году. Далее очень важная для нас веха, это 1874 год, учреждение Всемирного почтового союза, и Российская империя была одним из государств-учредителей Всемирного почтового союза. И на почтовых карточках очень часто мы видим Всемирный почтовый союз. И непрофессионалы очень часто говорят, издание Всемирного почтового союза. Нет, это не издание Всемирного почтового союза, это, кстати говоря, означало, что карточка могла уходить за пределы империи. То есть, если на ней нет изображений, то нужно было специальную потом наклеивать марку, и специальные почтовые правила были. А если была надпись, то она уже изначально была предназначена для отправки за пределы Российской империи. И вот очень важно, что почему у нас тоже есть некие разночтения. Мы говорим, почтовой карточке будет 150 лет. А филателисты говорят, нет. Это будет карточкой для корреспонденции 150 лет с 1869 года, ну вот в 19 году, да? А многие филокартисты считают, что, собственно говоря, филокартическая продукция началась с 1894 года, когда появилась иллюстрация. То есть филокартисты появились тогда, когда на почтовой карточке появилась иллюстрация. До этого одна сторона чистая, предполагающаяся для письма, вторая сторона исключительно для почтового адреса. Но иллюстрации не было. Это была чисто филателистическая продукция, и сегодня у многих филателистов эти открытки есть в коллекциях как, так сказать, предметы филателистического интереса. А филокартия, как таковая, появляется в России в 1894 году. Распоряжение министра внутренних дел, государство перестает выпускать, вернее, продолжает еще, но отдает часть функций частному издателю. Марка, изначально впечатанная в поле открытки, не должна была впечатываться, то есть сам бланк можно было напечатать, но марку нельзя было, потому что напечатанная марка это государственная фактически ценная бумага. Она имела стоимость, и поэтому печаталась только государственная экспедиция изготовления государственных бумаг.
А частным издателям дали возможность печатать изображение, то есть любой бланк с изображением, но без марки. И вот появились уже те марки, которые наклеивались, и, кстати говоря, в 1913 году это первая серия коммеморативных марок была выпущена. До этого это были просто марки с гербами, так я понимаю, да? Я ни в чем не ошибаюсь, да? А 1913 год это первая серия коммеморативных марок, на которых были изображены цари и императоры рода Романовых. Вот, так вот, 1895 год, издание первой в России серии иллюстрированных сувенирных открыток. 1898 год, я уже упоминал, начало деятельности Петербургского комитета попечения о сестрах Красного Креста. Вот. Ну и вот дальше какие-то вехи уже достаточно специальные. Важно сказать о том, что как раз вот именно 20 лет с 1896 по 1916 год считаются золотым веком открытки. То есть по качеству, по объему, по росту популярности открытки это был совершенно взрывной фактор. Всего 20 лет. Всего 20 лет. Вся Россия была отфотографирована, и вышли почтовые карточки с видами городов. Сколько по Ижевскому заводу открыток? Ну, наверное, несколько десятков, а может быть и сотни наберется. Больше да? сотни. Больше сотни, по одному только Ижевскому заводу. По Москве порядка 8-9 тысяч сюжетов. Мы так до конца и не знаем, потому что в отличие от филателии каталогов практически не существовало по открыткам. Да? По Петербургу 10-11 тысяч видов. По крупным городам, Саратову, Самаре и так далее, так, до 1000, ну несколько сотен точно. Полустанки, пейзажи, зарисовки сельские и так далее. То есть вся Россия была за 20 лет. За 20 лет. Очень было, конечно, использовали и фотографии, сделанные раньше, 60-е, 70-е годы, но это был минимум миниморум. А вообще специально, да, взять Шерера Польца, взять Фишера, взять Дмитриева, который прошел всю Волгу, отфотографировал каждый километр и так далее. Да? И это были объекты отнюдь не только дворцы. Это были церкви, это были скиты, это были избы, это были события, происходившие в стране, революции, ураганы, наводнения и так далее. Мы немножко увидим это все, да? Это все фиксировалось. Вторая часть. Гигантское количество поздравительных открыток. Просто геометрический рост, да? И, кстати говоря, почему, может быть, не хватало открыток в Первую мировую войну в России? Потому что очень много мощности было в Германии. Германия была лидером, выпускавшим открытки по полиграфической мощности. И, конечно, когда случилось то, что случилось в 1914 году, Россия была уже отрезана от полиграфической базы германской, использовалась только своя полиграфическая база, великолепная, но ее могло не хватить для того объема, который нужно было выпускать. А Германия продолжала, и объем как раз открыток именно изданных в Германии в период Первой мировой войны, он гораздо больше, чем объем выпускавшихся другими странами. Вот, так вот, собственно говоря, взрывной интерес к поздравительной открытке. Это Пасха, это Рождество, это День Ангела, это какие-то юмористические открытки. Конечно, качество у всех было совершенно разным. Это были шедевры искусства, и были слащавые, были китчевые. Все было, да, то есть мы не можем сказать, что там были только шедевры. Самые разные были открытки. Но настолько был большой интерес к почтовой карточке, как средству коммуникации, что как раз почему я упомянул о Германии, что даже Германия выпускала поздравительные карточки с вполне европеизированными сюжетами поздравительными, на которых были, скажем, на пасхальных были несвойственные нам там курочки, кролики там, и так далее, на рождественских были явно образы католических церквей, но надпись, надпечатка была «Христос воскресе», с Рождеством Христом. То есть разрешалось использовать даже образные сюжеты других христианских конфессий с надпечаткой. Такой был спрос на открытку, поздравительный. Конечно, это открытка событийная и открытка мемориальная. Сколько актеров, да, вот мы говорим о том, что была выставка, связанная с актерами кино, но это же пошло с революционного периода, когда выпускались открытки практически по всем театрам. И тот же Фишер, который являлся фотографом императорских театров, он выпускал и Большой театр, и художественный театр, и театр Корша, и
губернские театры, сколько по Ярославлю открыток и так далее, да? Сколько открыток в фотоателье, то есть люди приходили, делали фотографию и сразу это Кодак в основном выпускал эту фотобумагу с разлиновкой под почтовую карточку, и сразу это уходило как почтовая карточка, как меморабилия. То есть это отдельное совершенно направление, связанное с почтовой карточкой того времени. Репродукции художественные, это еще один гигантский пласт. Потому что Русский музей, Третьяковская галерея, как мы еще раз говорили, Община Святой Евгении, другие издательства, Рассвет и прочие выпускали репродукции художественных произведений. И фактически сегодня даже благодаря открытке мы можем найти и вообще увидеть те произведения, которые уже и не сохранились, их нет, а на открытке оно осталось. Это великолепное пособие по искусству, по культуре, по художественным нашим достижениям, именно благодаря открытке. Художники специально рисовали, да, так сказать, Добужинский, другие, очень много рисовали специально для почтовой карточки. Это еще одно направление, да, и так далее, и так далее. У нас был опыт, нам предложили проиллюстрировать некие темы. Вот это был опыт 2004 года, это была выставка в Троице-Сергиевой Лавре, и Патриархия, был объявлен конкурс, нам было дано около 200 с лишним вопросов, а можете ли вы проиллюстрировать? Но мы проиллюстрировали 2/3. Это и церкви, это и монастыри, это и крестный ход, это и святые, это и Рождество, Пасха, празднование, да, это и картина русской истории, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати говоря, если говорить о русской истории, то была отдельная серия издательства «Кнебель», художник Иванов нарисовал всю историю России, ну, было выпущено там достаточно большое количество открыток и в виде плаката, и в виде открытки. Когда дети могли в гимназии, в начальной школе смотреть, рассматривать историю, исторические картины. Не было компьютеров. Возвращаясь к почте, возвращаясь к компьютерам, вот меня только заряди, только зацепи за что-нибудь, я сразу начинаю какие-то выходить параллели. Мы называем открытку СМС начала 20 века. С чем это связано? С тем, что все-таки города были не такие большие. Почтальоны прекрасно знали адресатов, и можно было написать дом такой-то, такому-то. Можно было даже, индексов не было. И открытка могла в городе обернуться 2-3 раза. То есть, написав открытку в 8 утра, адресат мог ее получить уже в 12. Написать ответ, человек ее получал в 4, писал ответ, и потом, в третий раз человек получал ее в 8. Да? То есть можно было назначить свидание, деловую встречу. Отдельный язык открытки — это вообще отдельная история. Вообще отдельная история, да? Что на открытках еще был определенный язык, как наклеить марку, какое изображение, что это, можно отдельную лекцию читать. Но действительно оперативность получения почтовой информации была очень большой. Петербург, Москва, день-два это максимум, да? К сожалению, нам сегодня жаловались на то, что не получили открытку. Откуда отправила дочка? Из Артека, и в Ижевске не получила, да? Но, к сожалению, это случается. А мы имеем пример почтовой истории начала 20 века, когда из Дальнего Востока до Москвы доходил курьерские поезда, шли с почтовой корреспонденцией. Конечно, это способствовало развитию почты. Ну вот так, собственно говоря, выглядели открытые письма, еще не иллюстрированные. Это открытое письмо 1878 год. Ну вот знак почтовой службы. Написано, что издание экспедиции заготовления государственных бумаг, то есть фактически государственная ценная бумага. На одной стороне писался только адрес, и фактически это даже не марка, да, как это правильно назвать, Владимир Васильевич? Франкотип. Франкотип, да, но это фактически предтеча марки или тип марки, да, когда печаталась вот тут определенная стоимость, 4 копейки, вот это, так сказать, был такой тип. И написано, что на этой стороне, кроме адреса, не дозволяется ничего другого писать. Ну, а это история филокартии уже 20-21 век. И здесь несколько нужно вещей отметить. Ну вот, например, 71 год. Издано 6873 наименования открыток общим тиражом 2,4 миллиарда экземпляров. Просто трудно себе представить. Было отдельное постановление Совета министров СССР о расширении производства высококачественных цветных открыток и художественных альбомов. То есть настолько серьезное было отношение государства к почтовой карточке и как коммуникационному средству, и как средству пропаганды, продвижения достижений культуры или определенных политических
политических целях, что вот было специальное постановление Совета Министров. Достаточно важно сегодня, что мы проводим большое количество выставок, большое количество очень значимых мероприятий. И вот 2014 год – это учреждение Союза филокартистов России, которое я возглавляю. И вот крупнейшим событием 2016 года это было осуществление проекта «Детский мир открытки», Детский музей истории русской открытки. Он 3 месяца был в Центральном доме художников в Москве летом прошлого года, 16-го. А сейчас он находится недалеко от вас, этот проект, в городе Киров. Вот, поэтому просьба тоже об этом подумать. И может быть какая-то была бы для вас интересная экскурсия, недалеко вроде бы, да? Вот, поехать посмотреть. Показано более 3500 оригинальных открыток. В целом мы говорим о порядка 10-11 тысяч открыток на этой выставке. И тема для детей достаточно интересная. Это русская литература, русская сказка, русский костюм. Праздники, дети России, дети СССР, космос, кстати говоря, тоже, но космос не показывается сейчас в Кирове. Вот, дело в том, что, возможно, он будет показан в одном из мест, которое связано с развитием космонавтики, мы сейчас обсуждаем. Но, тем не менее, вот этот проект «Детский музей истории русской открытки» недалеко от вас. Если вам интересно, берите детей, формируйте экскурсионные группы, мы с радостью вас примем. Ну и вот поговорим теперь уже, будет побольше иллюстраций. Мы говорили о том, что первая русская открытка с видом Москвы — это 1895 год. Но в Европе эти открытки появились немножко раньше. И вот почему мы знаем, что это открытка какого она года. Вот на самой открытке нет года издания, но есть прохождение почты. И вот мы увидели 1887 год, ноябрь 1887 года. Это фактически первое изображение русского города в европейской филокартии. И что очень интересно, что, конечно, печатали тоже в Германии. Не было шрифтов соответствующих. Не могли найти, например, букву «ы». И вот букву «ы» составили из цифры 6 и латинской буквы «ай» заглавной. Да? Попробуйте прочитать Василий Блаженный. Ну, вряд ли прочитаете. Вот, так сказать, люди, которые печатали, вряд ли владели русским языком, поэтому вот это вот сочетание В-А-С-М-Л-I английское, что-то какое-то, так сказать, да, Б и Г, это вот Василий Блаженный. Тем не менее, артефакт есть артефакт, первый вид русского города, Москвы, европейская открытка. А вот это уже открытка, та самая 1895 года, стиль Грюс Аус, привет из, да, по-немецкому привет из. Литографическим образом изданные почтовые карточки, где вот такими виньетками, цветочным орнаментом, геометрическим орнаментом объединены были несколько изображений. И вы видите, что по правилам, вы помните, я вам говорил о том, что на одной стороне полагалось писать сообщение, а на другой только адрес. Это продолжалось до 1904 года. Вот, и до 1904 года полагалось писать сообщение на той же стороне, что и изображение. Ну, соответственно, художники, с одной стороны, предусматривали вот такое поле для написания сообщения. Ну, а уж как следовали правилам те, кто писал, порой записывали все равно, так сказать, мешая этому изображению. Это продолжалось до 1904 года, когда было разрешено Всемирным почтовым союзом полностью одну сторону занимать изображением, а вторая сторона уже стала привычной для нас. С одной стороны небольшое сообщение, а с другой стороны адрес. Ну вот и очень кратко какие-то исторические свидетельства, подтверждения моих предыдущих слов. Открытка — свидетель истории. Мы можем любую тему взять, я просто очень кратко взял историю нашей страны где-то с конца 19 века. Коронация Николая II. Вот уже появляется открытка более поздняя, но с использованием сюжета того времени. Все видно, и как оформлено, и само событие, и как располагались войска. И даже барон Маннергейм, который идет, будучи кавалергардом около Николая II, так сказать, позволяет нам говорить, да, о том, каким образом развивалась история, в том числе связанная с бароном Маннергеймом в дальнейшем.
Это открытие памятника Александру II, и тоже торжественное событие, которое запечатлено открыткой как свидетелем эпохи. Никто не убирал и не ретушировал там заборов или чего-то еще, вот как было, так и печатали. А это уже событие русско-японской войны, и тоже здесь за открыткой скрывается очень много пластов исторического знания. Это Москва, Кремлевский дворец, Владимирский зал. Но при этом это 1904 год, и при этом это Елизавета Федоровна, супруга великого князя Сергея Александровича Романова, который тогда еще был генерал-губернатором, он ушел в отставку в конце 1904 года. Елизавета Федоровна организовала склад в Кремлевском дворце, куда на добровольных началах приходили волонтеры, как мы их называем, раньше добровольные помощники, и формировали посылки для отправки на фронт. Да? Как много открытка нам передает. И эта открытка, это была целая серия, упаковочная, склад, приезд царствующих особ и так далее, и так далее. То есть это был рассказ о определенном историческом событии, который тиражировался в почтовой карточке и рассылался, соответственно, по различным уголкам России. Кстати, вот фотограф и художник Фишер, который создал очень много выдающихся произведений именно в открытке, как фотограф и как издатель. Ну, продолжение истории. Памятник, вот тоже, та же трагическое завершение рассказа о Сергее Александровиче Романове. Памятник на месте его гибели трагической в начале 1905 года. Этот памятник был установлен по эскизу, этот памятник сделан по эскизу Васнецова. Да, то есть мы здесь уже говорим об истории и о художественной культуре. Говорим также о том, что этот памятник был первым, который был уничтожен в период уже советской власти, в период знаменитого кремлевского субботника. Это был первый памятник, который подвергся уничтожению. И мы также можем говорить о том, что сегодня этот памятник решено восстановить. То есть одна открытка, которая позволяет нам говорить и о высочайшем художественном качестве самой фотографии с размытым дальним планом, с фокусом на переднем плане. Да, мы можем говорить о великолепной работе Васнецова и можем посмотреть на удивительный образец декоративно-прикладного искусства. Можем говорить о развитии истории и о трагической гибели Сергея Александровича и о уничтожении памятника, и его восстановлении. Одна открытка позволяет очень много пластов раскрыть. События революции в Москве 1905 год. Баррикады Долгоруковской, на Садовой Кудринской. Это издавалось, кстати, одним из издателей, который издавал открытки, связанные с революцией 5 года, был Сытин. Он достаточно большое количество открыток издал с видами разрушений Москвы в период революционных событий 5 года. Наводнение в Москве. Вот такая удивительная открытка. То есть мы продолжаем идти по истории страны. Москва, до этого был еще ураган 1904 года, который тоже был отфотографирован. А это наводнение. Вот так вот на лодках плавали. Вот такая была Северная Венеция. И известные воспоминания губернатора Москвы Джунковского, который говорил о том, что Москва была очень красивой, потому что ночью в воде отражались фонари, значит, электрические газовые фонари. Это было фантастическое зрелище. Но, думаю, тем, кто жил в подтопленных подвалах, было не до веселья. Вот, была подтоплена вплоть до Драгомиловская застава, Замоскворечье и так далее. Но, тем не менее, вот такой артефакт. Открытка свидетель истории. Конкретное событие, когда говорят о наводнении 8 года, практически всегда приводят открытки. То есть на открытках это событие запечатлено. И, кстати, одним из фотографов, который выходил, об этом мало кто знает, что он был еще и фотографом, это был Шухов, известный наш инженер Шухов. Он выходил и фотографировал. И есть подозрение, вот есть одна серия фотооткрыток с наводнением, у которой нет автора. Вот есть такое пока предположение, что это мог быть Шухов, да, который выходил и фотографировал Москву в период наводнения. Так что еще одна загадка, которая, может быть, когда-то будет разрешена. Это, так сказать, архитектура, это жизнь страны в тот период, когда Россия кормила хлебом всю Европу, да, 1910, 11, 12, 13 год. И пример архитектуры, это окрестности Москвы, Воробьевы горы, знаменитый ресторан Крынкина. Вот такие образцы жизни общества того времени. Это царский павильон на тех же Воробьевых горах, приблизительно в том месте, где сейчас стоит университет на Воробьевых горах. Это подготовка к 13 году, к 200-летию дома Романовых. Вот вряд ли кто-то видел, как выглядел
двор ресторанный Яр. Мало того, что, наверное, мало людей, которые, ну, москвичей, которые знают, как выглядел ресторан Яр. У меня, к сожалению, здесь в этой презентации нет Ижевского завода. Вот, но я думаю, что будет еще возможность подготовить специальную презентацию у краеведов, у филкартистов, у знатоков истории по Ижевску. Я думаю, что такие же будут открытки удивительные и по Удмуртской земле. Но вот это вид ресторана Яр, а это так выглядел двор ресторана Яр в 1913 году. Да, вот, так сказать, как жили и как гуляли в то время. Но это мода, безусловно, без моды тоже было невозможно представить себе жизнь того времени. Это, правда, австрийские открытки, знаменитая художница Мелла Келлер. Вот, но, тем не менее, и наверняка среди российских модниц были многие, кто носили подобные наряды. Недавно у меня была, кстати, лекция в Московском музее моды. Как раз мы говорили о стиле сецессион, о модерне и о произведениях Меллы Келлер. И каким образом ее творчество сочеталось с творчеством Бакста того времени. То есть очень много эстетических, художественных, конечно, было соотнесений в то время. А 13-й год, императорская семья, заходящая в Иверскую часовню перед следованием в Кремль. Тоже отдельная интересная деталь, что Иверские ворота, Иверская часовня, это были главные ворота страны, через них проходили все царские въезды в Кремль, когда царская семья пребывала в Первопрестольную, через нее входили все иностранные послы, это был главный фактически вход через Иверскую часовню, охранительницу России. Это 13-й год, императорская чета заходит в Иверскую часовню. Ну и, конечно, бытовые сцены, Сухарева башня и типажи. Вот этот типаж татарки, которая это Сухаревский рынок, вот нам по этим столбам удалось идентифицировать, что это она вот здесь находится около Сухаревой башни. Это отдельная вообще история, связанная с тем, что отфотографированы были этнографические костюмы, то есть отдельная серия типы России, была отдельная серия типы Северной России, типы Южной России, типы Кавказа и так далее, многими издательствами. И тип городского жителя, помимо этнографии, это были еще городские типажи, полицейские, дворники, почтальоны и так далее, кормилицы, городские сценки. Это тоже очень важно, потому что, например, во Владимире мы в прошлом году, в Александрове точнее, провели выставку «Миг жизни городской». Вот она была основана на почтовой открытке именно вот такого этнографического содержания, когда можно было посмотреть на открытку, но одновременно они что сделали? Они сделали очень интересный, это один из подходов к экспонированию открытки, то есть была открытка увеличена, то есть был типаж, рядом с ней были несколько открыток оригинальных, потому что способ фототипии позволяет увеличивать открытку до достаточно больших размеров. Качество печати было очень хорошее, это вообще тоже отдельная история. А рядом стояли предметы. Если, скажем, это был почтальон, то стояла сумка почтальона, были положены письма какие-то. И для посетителей это было безумно интересно, потому что они видели конкретное изображение, но они видели и вещественный ряд. То есть можно было представить себе эти реальные предметы. Если это была кормилица, или если это были там что-то связанное с детьми, то стояли, значит, маленькие сандалики, стояли какие-то игрушки. И это очень оживило открытку, которая стала фактически центром этой композиции, но являлась не единственным тем, что показывал. Ну вот еще два примера типажей. Тоже, значит, торговец на бульваре, продавщица платков. Переходим к Первой мировой войне, несколько открыток, ну вот самые разные, мы говорим о выдающихся художниках. Вот эта открытка, сделанная Васнецовым, это открытка, сделанная Коровиным, это открытка, сделанная Пастернаком. То есть выдающиеся художники, которые рисовали. Кстати говоря, вот этот плакат, это существовал и плакат, и открытка Коровина. Ну то есть это были действительно шедевры и художественной культуры, и полиграфического мастерства. Ну а оборотки здесь, так называемые адресные стороны, это почтовые карточки, которые тоже не просто была набрана
почтовая карточка, да? А это было определенное художественное воплощение этой надписи, это было определенное искусство шрифта. Это скобелевское общество, то есть мы говорим еще об одной функции открытки, я о ней уже говорил, о благотворительной функции открытки. Сегодня мы возрождаем, и, кстати, может быть, подумайте, может быть, и в Удмуртии это стоило бы сделать, открытку как открытку милосердия. Потому что человек может купить эту открытку, предположим, сегодня там, за 10, за 20, за 30 рублей, и деньги могут идти на помощь нуждающимся. Это были самые разные благотворительные цели, это были и раненые, это были и бедные, это были помощь учащимся и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня мы этот проект «Открытка милосердия» возрождаем, и это определенное меморабилие, которое человек оставляет себе в знак того, что он совершил определенное такое благотворительное пожертвование. Пожалуйста, образовательное, просветительское, пропагандистское, агитационное, все союзники по Антанте, значит, это и Россия, и Великобритания, и Бельгия, Франция, Сербия, Япония, кто противостоял Германии, Австрии, Турции в Первую мировую войну, вот можно было посмотреть. И чистый сбор идет в пользу семей запасных. Тоже благотворительная открытка. События, собственно говоря, мы об этом тоже уже говорили. С одной стороны, это с театра войны. Вот такие, конечно, постановочные фотографии, но были и не постановочные фотографии. Были реальные фотографии, причем очень тяжелые по своему содержанию. И тут же художественные произведения. Вот священник, причем раненый, вот мы видим, что он раненый, так сказать, да, и вот он совершает службу. И вот такие карикатуры. То есть мы говорили о том, что сначала нужно было представить врага вот в таком гротесковом, сатирическом виде, чтобы легче было, так сказать, совершать уже те боевые действия, которые затем следовали. Тоже война 14 года, события, связанные с русским экспедиционным корпусом во Франции, когда французы сами признавали, что, может быть, Франции бы не было сегодня в том виде, в котором она существует, если бы не русский экспедиционный корпус, который фактически во многом очень большое количество русских солдат полегло, но они защитили Францию, защитили Париж. И очень трагически сложилась судьба многих воинов этого легиона, потому что они остались после революции во Франции, часть вернулась, часть остались во Франции, часть стали служить в зарубежном легионе Франции, но это тоже как бы отдельная история. Но вот здесь мы видим генерала Лохвицкого и, собственно, тех бравых солдат, русских солдат, которые защитили Францию. Открытка Васнецова, о которой я говорил, вот еще одна благотворительная открытка. Русские воины в плену ждут от нас помощи. Очень интересный факт, который тоже благодаря открытке очень хорошо можно проиллюстрировать. Первая мировая война. Шло общение между военнопленными. Русские военнопленные, находившиеся в плену в Германии, имели возможность отправить открытки, письма домой. Немецкие, австрийские военнослужащие, находившиеся в плену в Россию, имели возможность отправить почтовые сообщения домой. Когда мы говорим о том, как должна работать международная организация, вот фактически Всемирный почтовый союз можно привести в качестве идеального примера. Больше 150 лет его существования, да, когда открытки приходили в самые конфликтные, тяжелые, почтовые сообщения не прекращалось. Его не было в период Второй мировой войны, но Первая мировая война, почтовое сообщение было. В советские времена мы тоже могли отправить, ну да, это была перлюстрация, да, была цензура, да, но мы получали открытки, даже я для своей коллекции там, в 60-х, 70-х годах получал открытки с видами городов капиталистического сообщества, да. Ну да, их, наверное, просматривали, но я их получал. То есть при всех сложностях отношений, при всех политических разногласиях почта работала. Да, и это пример как раз вот такого удивительного международного сотрудничества, дай Бог другим организациям это осуществлять. Революция. Февральские события в Петрограде, вот видите, еще такое сочетание Пасха, то есть Христос воскресе, но это уже февраль, это уже после, так сказать, вот, так сказать, да, здравствует республика, но при этом еще вот это сочетание пасхальных торжеств уже свершившейся революции, вот такие удивительные образы на открытках. Вот. А это уже октябрь, это уже художественное осмысление, октябрь, штурм Московского Кремля, то есть события революционные.
И открытки были самые разные. Это были и демонстрации, это были и боевые действия, это были и похороны жертв революции. Вообще, так сказать, достаточно большое количество было издано почтовых карточек, которые свидетельствовали о тех или иных революционных событиях. Вот это Москва, тоже 17-й год, 24 октября, 3 ноября, последствия обстрела артиллерии Московского Кремля, разрушенные Никольские ворота, разрушенные, видны следы разрушений Николаевского дворца, Малого Николаевского дворца. Вот это, так сказать, тоже есть тому достаточно большое количество открытых свидетельств этого периода. Новая власть и лидеры государства на Красной площади. Ну и, конечно, то, что происходило в искусстве, и в жизни, и в культуре в период между революцией и Великой Отечественной войной. То есть мы можем видеть совершенно разное. Это удивительный коллаж художника Клуцеса, это конструктивизм, это вот этот первый всплеск такого художественного осмысления, революционного пафоса, да, и конструктивистская архитектура, конструктивистское искусство, вот это желание, так сказать, социальных гигантских перемен, да, наконец-то, так сказать, идеи там Малевича и других стали воплощаться. А с другой стороны, вот это уже, видим, всесоюзный физкультурный парад, это уже 30-е годы, да, очень большое количество парадов, физкультурных, военных на открытках появляется как свидетельство мощи, достижений, иллюстрация, так сказать, жизни общества, это идеология, это политика. Ну и, конечно, художественные произведения, это уже и сельское хозяйство, героика труда, возникновение соцреализма. То есть здесь приведены всего 3 открытки, но поверьте, их сотни, их тысячи, которые связаны с индустриализацией, со строительством плотин, с героикой того времени, с гражданской войной, с лидерами государств. Причем действительно бывают открытки, где очень большое количество там открыток с Троцким, да, которые потом нужно было прятать уже в 30-е годы, а в 20-е годы это было сплошь и рядом. Ленин, Троцкий, все это было вместе. Так сказать, да, вот этот период тоже очень интересный с точки зрения открытки, потому что на нем фиксировалось очень многое из происходившего в стране. Великая Отечественная война. Снова всплеск издания открыток как идеологического материала, как коммуникационного материала. Конечно, в связи с Великой Отечественной войной, конечно, мне бы отдельно хотелось бы поговорить о роли почты, потому что вот мы, даже у меня есть проект, он называется «Солдаты Победы», мы даже там сделали отдельную страницу «Почта Победы». Роль почтальона. Да, роль почтальона на фронте, роль почтальона для ждавших вестей с фронта в тылу. Очень мало об этом, к сожалению, говорится. Ну да, это есть немножко у Симонова, да, в «Живых и мертвых», какая-то вот эта, да, но это же гигантский пласт обеспечения психологического, социальных деяний того времени. Что ждали на фронте? Письмо из дома. Что ждали дома? Письмо с фронта. Приходили письма, уже приходили похоронки, которые тоже приносили почтальоны, а следом за ними иногда приходили письма и открытки с фронта. Да? Вот эта роль почты, мне кажется, она гигантская была в период Второй мировой войны, и даже вот то, что сейчас приносят эти письма, продолжается. Вы мне говорили о том, что вы не знали, что такое количество хранится. Действительно, этих треугольников, этих открыток было очень-очень-очень много. Это были миллионы, да, и почтовая служба, конечно, очень серьезно работала. И тоже были открытки самые разные, это были и свидетельства боев, это были и награды, вводившиеся в то время, ордена, снова вернулась Георгиевская ленточка, это были открытки с орденом славы, это были ордена Нахимова, Суворова, это были герои, эти открытки уже более поздние, но были такие же и в период самой Великой Отечественной войны, когда героика сражений, подвигов тоже отображалась. Да? У нас была выставка, вот недавно мы участвовали, в Манеже была выставка «Война и мифы», которую проводило Российское военно-историческое общество. Они отобрали у нас порядка 30 или 40 открыток, сейчас уже не помню. Но там были непосредственно письма, открытки, отправленные из окопов Сталинграда. То есть открытка, на ней написано «Я там в окопе, вокруг меня». А что будет дальше с этим бойцом? Ну, да, мы понимаем, какое количество погибших, какое количество трагедий. Открытка свидетель эпохи, открытка свидетель конкретных событий. Тоже Великая Отечественная война, и вот снова активное празднование Нового года.
Да, то есть Новый год мы тоже по открыткам знаем. После революции до конца 30-х годов Новый год не праздновался ни-ни. Основа всплеск празднования Нового года — это военное время. Это новогодние открытки, новогодний привет с фронта. Папе на фронт поздравление с Новым годом, новогодний привет. То есть снова вот эта потребность в радости, потребность в какой-то положительной эмоции. И открытка действительно становится таким проводником положительной эмоции. Победа, да, тоже, естественно, на открытках. Были победные открытки, связанные с взятием городов. Общая победа, конечно, это было. И, безусловно, что тоже очень важно, что открытка инкорпорировала в себя и художественные произведения. Очень много, тоже Второй мировой войны, до этого Первая мировая война, литературные произведения, поэтические произведения. Известнейшая открытка, которую и рисовал, и писал Маяковский. Кстати, одна из самых дорогих сегодня на филокартическом рынке, но она была создана Маяковским, и, конечно, с этим еще связана история культуры в целом, то есть это его стихи, это его художественное произведение. Это уже социалистическая Москва, послевоенная, вот на месте, где стоял царский павильон, стоит МКУ, это студенты, которые в него пришли учиться, вот открытки Кутузовского проспекта, как он выглядел до революции, как он выглядел сейчас, и, конечно, тот же самый Новый год. В этом году фестиваль молодежи и студентов. Знаете, октябрь месяц, 18-22, но началось это все с 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Москве, и в том числе было издано большое количество открыток. И я, например, предлагаю вам сегодня, может быть, издадите хотя бы одну открытку, связанную с Удмуртией, связанную с Ижевском, в преддверии фестиваля, который будет в этом году. То есть наверняка посткроссеры будут такие открытки с удовольствием, наверное, брать, потому что они будут связаны с конкретными какими-то событиями. Наверняка для молодежи Удмуртии, для молодежи Ижевска, что-то связанное с подготовкой к фестивалю, тоже может быть интересно, потому что мы сейчас готовим несколько экспозиций. Это фестиваль 1957 года, фестиваль 1985 года, и, возможно, что-то попадет уже из современности. Космическая эпоха, и как быстро открытка реагировала. Вот эта открытка, посвященная первому полету Гагарина, была издана буквально через несколько дней после его полета. Да? И смотрите, цензура работала, посмотрите на эту ракету, ну это какой-то Жюль Верн абсолютный, да? Вот. Но неважно, факт был запечатлен. Первый полет, нельзя было ракету, наверное, изобразить, но были какие-то соображения цензуры. Нашли вот этот самый какой-то удивительный аппарат, который полетел, но факт остается фактом. Коллаж. Вот 12 апреля полетел Гагарин, и, наверное, уже буквально на следующий, через 2 дня, миллионным тиражом была издана открытка, которая свидетельствовала вот об этом удивительном полете. И, конечно же, это были спутники, и, конечно же, снова отражение в новогодних открытках. Кстати говоря, вот еще один момент, связанный с открыткой и с Новым годом. Вот этого сейчас нет. Это было в очень короткий период, ну какой короткий, ну пару десятилетий, когда на новогодних открытках был не только Дедушка Мороз, но был Новый год. Был мальчик, да, вот он был космонавтом, он был лыжником, он был, не знаю, кем угодно. Были те же, ну не было, кстати говоря, Снегурочек было очень мало. Снегурочек практически не было. То есть был мальчик, Новый год, потом вместо мальчика появилась Снегурочка. Зайчики остались, значит, медвежата остались, морковки, елочки, все это осталось. Дед Мороз остался, но Снегурочка пришла на место, вот во всяком случае в открытке, мы не знаем, почему. Колокартистам вопрос, почему мальчика не стал. Но вот конкретный пример, вырос мальчик. Вырос мальчик. Вырос мальчик, да. Вот, вот еще один аспект художественный, культурный, праздничный, который можно проследить благодаря открытке. Конечно, уже писатели-фантасты, уже вот эта фантастическая история. Мы даже подумали о том вчера с руководителем Центра высоких технологий. Есть проект «Открытка из Ижевска», связанный с фантастическими сюжетами. Да? Вот. А почему бы не сделать такую ретроспективу, как это представляли раньше, да, художники-фантасты, как это сегодня представляют жители Ижевска, как это сегодня рисуют современные художники-фантасты. Еще один аспект – это выставка достижений народного хозяйства. И что очень важно, посмотрите, тоже не все обращают внимание, насколько была важная
иллюстративной роли открытки, и ее же прикалывали к стеночке, вот здесь дырочка от кнопочки, да? Она несла роль иллюстративного материала. Не у каждого была возможность повесить картину или продукцию. А вот человек побывал на этой выставке, и он приехал домой, и вот среди каких-то меморабилий своих, он приколол эту открытку, написал «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, площадь колхозов», и приколол ее к этому сам. Мы, конечно, возмущаемся, испортил открытку, но для него это, возможно, год-два, а может 10-20 лет, это было воспоминание, это тоже очень важно. Да? И вот мы видим здесь снова рекламную роль открытки, я о ней не сказал, а ведь рекламная роль открытки, она тоже началась сразу, фактически с 1895 года, потому что первые открытки были выпущены по Москве торговым домом ЗАГС и Ярос. Что это такое? Рекламная открытка. Первая открытка, и она уже сразу рекламная. То есть мгновенно функция продвижения товара, продвижения бренда, продвижения образа. И, кстати говоря, вот первая, которую я показывал, тисненная открытка, это же абрикосовская открытка, это тоже рекламная открытка. Да? Вот, пожалуйста, и здесь. Приобретайте облигации займа 1938 года. То есть и здесь, так сказать, и государство, и частный предприниматель использовали открытку в качестве рекламного носителя. Это отдельная и очень важная и интересная с точки зрения изучения функция. Ну, а это уже Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, это уже 50-е годы. Вот. Ну и достаточно быстро, кратко пройдусь по деятельности Союза филокартистов. Нам всего 2 года. Филокартия существует как направление, естественно, с момента возникновения иллюстрированной почтовой карточки с 1895 года в России, но сам Союз существует 2 года. Мы всегда в очень тесных были отношениях с Союзом филателистов, но 2 года назад было принято решение в связи с тем, что рост филокартии как отдельного направления коллекционирования очень возрос. Сегодня я думаю, что очень много книг, я не знаю, вот есть ли книга по Ижевскому заводу на почтовой карточке, но очень большинство городов выпустили отдельные издания по дореволюционной открытке, по открытке советского периода, художественных изданий очень много, как я уже сказал, диссертаций, научных исследований, огромное количество статей, выставок. Мы проводили выставки вплоть до Московского Кремля в 2006 году. Была выставка в Пушкинском музее, большие коллекции находятся в Третьяковской галерее, в Петербурге и так далее. То есть рост интереса к открытке очень большой. Поэтому вот 2 года назад был создан Союз. Я могу на эту тему говорить очень много, масса всего, чего не рассказал. Вот. Но я очень рад, что вам, надеюсь, это было, вернее так, я рад, если вам это было интересно.